Госавтоинспекторы подвели годовую статистику за 2015, которая свидетельствует о снижении всех основных показателей аварийности. Главным является то, что удалось сократить число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 14,7%. Это означает, что были сохранены жизни свыше 4000 участников дорожного движения. Всего в 2015 году на российских дорогах в автоавариях погибли 23 114 человек. Общее количество ДТП уменьшилось на 8,2%. Всего было зарегистрировано 184 тысячи автоаварий. Снижение основных показателей аварийности стало результатом взаимодействия с органами власти различного уровня, анализа ситуации и разработки предложений по совершенствованию законодательства, внедрению новых форм и методов работы и информационно-пропагандистского воздействия на участников дорожного движения. Например, в нашем городе ежемесячно сотрудниками ГИБДД проводятся рейдовые мероприятия. Операция «Встречка» – так называется очередная профилактическая акция, когда на дороге Сибая выезжают усиленные патрули. Одной из основных причин является управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Выезд на полосу дороги предназначен для встречного движения и превышения установленной скорости. В связи с чем по городу проводятся профилактические мероприятия по выявлению нарушений, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий. Во время проведения профилактических операций усиленное патрулирование городских дорог ведется круглосуточно, и каждый раз нарушители выявляются. Причем относительно спокойных рейдов не бывает. На этот раз дежурство началось с дорожно-транспортного происшествия в поселке Аркаим. По сведениям обратившихся выясняется, маршрутная «Газель» сбила пешехода. По прибытию на место становится ясно, что значительного урона не нанесено ни транспортному средству, ни пострадавшему. У последнего лишь легкий вывих руки. А вот свидетели говорят, это конкурентные войны, не могут поделить прибыльный маршрут, а потому и подставляют друг друга как могут. И в этом предстоит разобраться как раз дежурному экипажу. Я здесь стоял, вот здесь он где-то был. Он даже не переходил. Ты переходил дорогу? Нет. За эту штуку можно, за это зацепился? Нет? Да, вот она. Ты зацепился и упал на руку, да? Упал. Ну это еще все разъяснится, все узнается. Пока разбирались с этим инцидентом, другой дежурный экипаж выявил водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Отнекиваться бесполезно. Проверка алкотестером, акт, пара подписей, и в ближайшие 1,5 года горе-водителю придется наслаждаться лишь пешими прогулками. Получается, что усиленное патрулирование города дает свои результаты. Данные профилактические мероприятия способствуют, чтобы водители транспортных средств меньше нарушали правила дорожного движения и были более внимательными на дорогу. Несколько часов, проведенных на дежурстве с экипажем ДПС, не прошли впустую. К счастью, погони, перестрелок и серьезных ДТП не было. За ночь дежурства составили 40 протоколов об административных правонарушениях. В их числе 3 нетрезвых водителя, 2 выезда на полосу встречного движения, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских специальных удерживающих устройств и поддельные полисы ОСАГО. К слову, именно с подделкой страховки в последнее время попадается все больше нарушителей. К одним из таких в ходе рейда даже приехали защитники, но инспекторы ДПС остались непреклонны. И подобные случаи не редкость, заявляют представители отдела. Предлагают все, в том числе и взятки. За январь месяц было выявлено 3 факта попытки дачи взятки должностному лицу. Для тех, кто любит решать вопросы на месте, напомним, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность. Каждое ваше действие фиксируется видеорегистраторами. Поэтому, чтобы не испытывать судьбу, проще вообще не попадать в число нарушителей. Кстати, с начала этого года сотрудники ГИБДД начали осуществлять скрытое патрулирование дорог на автомобиле без опознавательных знаков, внутри которых смонтировано оборудование для видеофиксации нарушений. Главной мишенью подобных патрулей станут агрессивные водители, а также те автомобилисты, которые пренебрегают требованиям законодательства касательно тонировки стекол и других серьезных нарушений. Так что водитель теперь придется быть бдительным вдвойне. За хамство на дороге расплата все равно последует. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.